Один день в Ингушетии. Подробности визита заместителя полпреда президента России в СКФО Михаила Ведерникова. Допелись до Олимпа. Вокалисты из Ингушетии выступят на торжественной церемонии закрытия зимних игр в Сочи. Большие перспективы по-прежнему в силе. Наша сборная в захватывающих поединках заработала путевки на первенство страны по дзюдо. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. В Ингушетии с рабочим визитом сегодня побывал заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Михаил Ведерников. Он провел прием граждан, а затем вместе с главой Ингушетии участвовал в открытии учебного центра и встретился со студентами Политехнического колледжа в Назрани. Все подробности визита у Светланы Томовой. Начался визит с личного приема граждан в приемной президента России, расположенной в Магасе. Марем Хамхоева обратилась к Михаилу Ведерникову с просьбой помочь получить квоту на иногороднее лечение. Ей требуется операция. Министр здравоохранения Марем Арабханова заверила заместителя полпреда, что проблема будет решена до 1 марта. А житель Сурхахол Мухарбек Албагачиев поведал о проблеме на улице Нагорная. Дети ходят в школу по обочине проезжей части из-за отсутствия тротуара. Михаил Ведерников отметил, что речь идет в первую очередь о безопасности детей. До конца первого полугодия тротуар должен быть проложен. Тамерлан Асканов, житель Назрани, поднял вопрос о реконструкции ливневой канализации по улице Победы. Дело в том, что эта улица является самой низкой точкой в городе, и в случае дождя или таяния снега вода заливает дома. Вообще-то на такой случай предусмотрена ливневка, но с отводом воды она не справляется и скорее выполняет роль канализации, куда сливаются нечистоты из домов. Мы бы хотели в этом году, чтобы вы нам помогли с финансированием проложения этого подземного канала. Дело в том, что в городе вообще нет никакого подземного канала. Реконструкция канализации была запланирована на этот год, и до 1 августа проблему обещают устранить. По всем вопросам до середины года будут приняты решения. И вопрос, который касался у инвалида первой группы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, и вопрос ремонта ливневой канализации, и также по вопросу ремонта дорожного покрытия. Когда у нас бывают ливневые дожди, бывает, и улицу постоянно жители, живущие по этой улице, постоянно затапливают. Как так? Там отсутствует ливневая канализация. Вот к нам обратились граждане, проживающие по этой улице, по этой проблематике. И мы думаем так, что в первом квартале этот вопрос мы решим в положительную сторону. Там вопрос по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Здесь были некоторые проблемы с предоставлением квоты, потому что ситуация сама по себе очень сложная. Мы обращались в несколько региональных центров, которые не принимали у нас на лечение данную пациентку. Но на данный момент этот вопрос у нас решен. Мы обратились в Санкт-Петербург, институт имени Вредена, ортопедии и травматологии. И эта женщина у нас будет госпитализирована. Итоги приема граждан подвели на встрече Михаила Ведерникова с Юнусбеком Евкуровым. Все вопросы были проработаны, подготовлены. И самое главное, я увидел и желание, и возможности эти вопросы с людьми решать. Это самое главное, самое важное. Ну а, конечно, чем больше будет делаться, тем больше будет к нам просьб, вопросов, поручений от людей. Мы к этому должны быть готовы. Собственно, для этого мы здесь и работаем. Следующим пунктом визита стал мемориал памяти и славы в Насыркорте. После возложения цветов и экскурсии по музею заместитель полпреда сделал запись в книге почетных гостей. Затем Политехнический колледж в Назрани. Сегодня там открыли учебный центр по подготовке специалистов строительных профессий. Гости познакомились с учебно-производственной базой, обошли все кабинеты и цехи, заглянули в учебный центр Роснефти, а затем пообщались со студентами. Так, одна из студенток коснулась темы увольнения директора гимназии в Назрани в связи с пенсионным возрастом. Вы имеете пенсию уже, все. Освободи место, дай другим поработать. Сколько лет Галаева Мария была руководителем гимназии? Вспомните? 15 лет. Я думаю, что с ее опытом работы она могла бы спокойно открыть хороший частный садик, а мы бы ей помогли. Частную школу, мы бы ей помогли. Кстати, чтобы вы понимали, ей сперва предложили тоже, с учетом ее опыта, даже я пошел на это, думаю, что все-таки опыт большой у нее, на замминистра образования Республики Ингушетия. Нет, она сказала, нет, я никуда не буду, останусь здесь.
После встречи со студентами Михаил Ведерников и Нузбек Евкуров ответили на вопросы журналистов. Подводя итоги визита, Михаил Ведерников отметил, что опыт Ингушетии по развитию региона могли бы перенять и другие субъекты. Светлана Томова, Хава Султыкова, Магомед Урусханов. Новости 24. Социально-экономическое развитие населенных пунктов республики в текущем году стало главной темой расширенного заседания в правительстве под руководством Юнузбека Евкурова. Особым пунктом повестки дня шли поручения главы региона, а точнее их ненадлежащее исполнение. Также руководитель республики сделал акцент на качестве публичных выступлений ингушских чиновников. Обо всем по порядку Руслан Машхоев. Предварительные итоги выездного совещания ингушской делегации в Министерстве регионального развития России главу Ингушетии не устроили. Юнузбек Евкуров детально разобрал, в чем заключались недочеты и промахи. Форма и вид представленных в Москве докладов о ходе реализации программ в регионе были далеко не полноценны. Фото и видеоматериалы не соответствовали реальной картине, не говоря уже о том, что сами докладчики плохо справились с публичными выступлениями. Когда вот сюда вы выходите, читаете перед нами, это одно. А когда вы в Москве стоите и читаете, это совершенно другое. И прежде чем это делать, дома садятся перед зеркалом. И вся семья помогает, если уже там на то пошло. Или на работе. Вырабатывает голос, мимику. Много критики прозвучало в адрес чиновников в связи с ненадлежащим исполнением поручений главы Ингушетии. Кстати, половина из них приходится на долю самого правительства. Главу республики также не устроили темпы по сбору платежей за коммунальные услуги. Он отметил, что жители вправе отказаться от них, а уж если пользуются, то не заплатить не получится точно. В этом месяце должны 100% жителей должны заплатить текущие платежи. И крайне странно, непонятно, почему люди платят за свет, у нас нормально идет там динамика, за энергетику. Почему не платят за газ и воду? Вот человек же сразу коммунальные платежи платит. Еще одно невыполненное поручение и конкретный виновный. Ингушская республиканская клиническая больница расторгла договор с управлением инкассации. Его служба безопасности до сих пор отвечала за охрану объекта. Чуть меньше недели назад глава Ингушетии лично побывал в главной медицинской клинике республики и выявил ряд грубейших нарушений дисциплины, распорядка дня и пропускного режима. Больные лежат в одежде, в которой поступили. На внутренней территории больницы замечен неслужебный транспорт, а в отделение беспрепятственно заходят посторонние. Я дал команду сейчас тебя убрать с этого направления. Совету безопасности, где вот инкассация работает, полностью всех убрать. Не умеете работать, не работайте. И руководству в Москве сейчас доложили и сказал найти замену. Ну сколько можно об этом говорить? Ну почему я должен об этом беспокоиться? Главы Сужевского района и Карбулака рассказали о планах социально-экономического развития своих муниципальных образований в текущем году. Юнузбек Евкуров сделал акцент на строительство школ, детских садов и дорог, в первую очередь в отдаленных и менее обустроенных населенных пунктах. Руслан Машхоев, Ахмед Боков, Тимур Карахоев. Новости 24. В Орджоникидзевском прошла благотворительная акция в честь священного месяца Мавлид. В гости наведывались по списку, составленному администрацией села. Туда вошли многодетные семьи и люди преклонного возраста. Продукты питания получили около 100 семей. Такие акции проходят по всей республике в течение священного месяца. Печальная новость. На 80-м году ушла из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Ингушского госуниверситета Раиса Ахриева. Преподаватель с многолетним стажем, лидер организации «Женщины Ингушетии» последние годы все свое время посвятила научным работам по языкознанию. Магомед Асканов продолжит. Печальная весть, которая прошла по республике, огорчила всех, кто был знаком с этой удивительной женщиной. Сегодня Раису Ахриеву вспоминают не только родные и близкие, но и те, кто проработал с ней многие годы. В последнее время она боролась с тяжелой болезнью. Вы знаете, она и была прекрасным преподавателем, она пользовалась заслуженным уважением среди студентов. В последние годы она писала, на нее оказал очень сильное влияние ее дядя. Это профессор Дашлуко Дохачмальсагов. Вот, большое влияние. И она как бы была его продолжением. Его идеи, его мысли, его задумки, она их знала и старалась их претворить в жизнь. Для Багаудина она была не только родственницей, но и близким другом. Раиса Ахриева была настоящим патриотом своего народа, считает он. Наверное, мне как родственнику сказать, она для нас была прекрасной снохой, мне тетей, снохой, очень гостеприимной.
Большой патриоткой была она. Раиса Идрисовна – автор более 30 печатных и рукописных работ по морфологии, лексике и фонетике нахских языков, которые изданы в Москве, Тбилиси, Нальчике, Грозном, Махачкале. А в 90-х годах она читала лекции во многих вузах России и на международной конференции в Китае. Известная женщина в Северокавказском округе, доктор филологических наук, профессор Раиса Ахриева, возглавляла общественную организацию «Женщины Ингушетии», идею создания которой поддержал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Тогда же профессор Ахриева отметила, что мы не можем оставаться в стороне, когда происходят важные процессы в республике. Женщины всегда играли ключевую роль в жизни народа. Я знаю, всегда она с болью говорила об этом, и всегда это была ее идея создать этот комитет, насколько я знаю. Вот, там были очень хорошие женщины. Последние годы все свое время Раиса Идрисовна посвятила научным работам по языкознанию. Она воспитала 2 сыновей. Те, кто общались с ней в последние годы, говорят, что после скоропостижной кончины одного из сыновей ее здоровье резко ухудшилось. В ноябре Раисе Ахриевой исполнилось бы 80 лет. Похоронили ее на родовом кладбище Тейпа-Ахриевых в Фуртоге. Магомед Асканов, Муса Хамхоев, Новости 24. А теперь о кадровой политике. Проблемы с безработицей решают поэтапно, согласно закону и этическим нормам. По поручению главы региона создана рабочая группа, которая в первую очередь выявляет факты трудоустройства по родственному признаку, а также анализирует ситуацию с сотрудниками преклонного возраста, продолжающих вести свою деятельность после выхода на пенсию. Подобная расстановка кадров позволит молодым специалистам реализовать себя в профессии. Репортаж Хади Адельбиевой. Проверка показала, уже в этом году в государственных организациях появится более 1100 вакансий. В дальнейшем их должны занять молодые специалисты, окончившие с отличием вузы и специальные технические учебные заведения. На сегодняшний день у нас уже есть из указанных случаев 48 фактов увольнения, то есть увольнение по собственному желанию. То есть люди относятся к этому пониманию, понимают, что молодежь должна быть трудоустроена у нас в республике, то есть молодые специалисты. В борьбе с безработицей в республике решили использовать все возможности для того, чтобы помочь с трудоустройством молодым специалистам. Многие из них окончили престижные вузы страны, но не могут найти себе применение и теряют квалификацию. Одна из причин – нежелание некоторых пенсионеров покидать свои рабочие места. И здесь руководство пошло навстречу опытным работникам. Такая мера, при которой мы путем разделения основной ставки этого специалиста, возможно, мы будем даже закреплять за теми опытными специалистами, которые достигли пенсионного возраста, для обучения вот этих молодых специалистов. То есть путем разделения их ставки с оплатой. Какие вакансии существуют, можно узнать на официальном сайте республики. Здесь информация будет обновляться еженедельно. Мне это нравится, эта идея, это очень даже хорошая идея для молодых специалистов. У нас их, можно сказать, слишком много. Есть работники, которые работают, только числятся. Действительно, мы для того и учимся, чтобы работать. Нам будет открыта новая дорога. Это правильно, то, что глава республики сделал такое решение. Это будет лучше для нашей молодежи, для наших молодых студентов, которые оканчивают последние свои вузы. А контролировать сам уход на пенсию будет постоянно действующая группа по подбору и расстановке кадров. В нее входят представители региональных политических партий, представители молодежного парламента и молодежного правительства. Ингушетия – первый регион в СКФО, где проводится такая работа. Хади Адельбиева, Ахмед Чербижев, Новости 24. Управление Федеральной антимонопольной службы в Ингушетии сегодня отметило маленький юбилей. Срок небольшой, но уже можно говорить о положительной динамике и хороших показателях работы квалифицированных кадров. Подробности у Мадины Албагачиевой. Ровно год прошел с момента образования Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы. Ранее отдельного управления в республике не было. Именно если взять, сравнить показатели, которые были по Ингушетии за 2012 год и по Ингушетии за 2013 год, то у нас количественно, качественно по всем нашим делам идет скачок вперед значительный. То есть и дел больше, и дела более, скажем так, резонансные, которые имеют большую значимость для республики и для населения.
В связи с годовщиной руководитель УФАС провел пресс-конференцию. После создания Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы работы у ведомства прибавилось, а количество сотрудников нет. Их всего 8 человек. Но качество работы не снизилось благодаря высококвалифицированным кадрам. Почти все сотрудники имеют по 2 высших образования. За 2013 год ведомством рассмотрены 44 дела о нарушении антимонопольного законодательства. Это на 17 дел больше, чем в предыдущем. 9 дел о нарушении федерального закона о рекламе. В 2012-м такое дело было только одно. Реклама, распространяемая разными способами, являлась недобросовестной, то есть ненадлежащей. По данным решениям выдано предписание, все они исполнены, и рекламы проведены в соответствии с законом о рекламе. За год рассмотрено более 150 жалоб на действия заказчиков при проведении торгов и возбуждено около 300 дел об административных правонарушениях. Мадина Албагачиева, Рахман Цуров, Новости 24. Ингушская сборная показала отличный результат на первенстве СКФО по дзюдо. В Нальчике нашу республику представляли более 50 спортсменов. Сейчас борцы все свое время проводят на тренировках. Первенство страны по дзюдо начнется уже 12 февраля и пройдет в Липецке. Сюжет Магомеда Измайлова. Командный результат чемпионата СКФО для ингушских дзюдоистов оказался более чем достойным. Почти половина нашей сборной смогла пробиться на первенство страны. А это значит, что в каждой весовой категории будет несколько дзюдоистов из Ингушетии. Одним из призеров стал 16-летний Хазбулат Имагожев. Он борется в весе до 81 килограмма. Дзюдо занимается 6 лет и уже успел 3 раза принять участие в первенстве СКФО. В предыдущие годы ему не удавалось пробиться на чемпионат России. Но в этот раз у него все получилось. Тренировки проходят в сильном режиме, мы тренируемся 2 раза в день и готовимся на первенство России. 10-летнего Хазбулата начал тренировать Муса Мережков. Поначалу не все получалось, но трудолюбие мальчика помогло ему добиться первого крупного успеха. Сильные его стороны, у него скорость хорошая, несмотря на большой вес, он очень скоростной. Вот это у него сильная сторона. И он думающий спортсмен. Вот это тоже очень большой плюс его. В настоящее время все дзюдоисты, которые попали в сборную республики, проводят усиленные тренировки. 2 раза в день по несколько часов они отрабатывают технику бросков и захватов. Самое главное – это соблюдение режима, который проходит. 2 раза в день мы тренируемся. Также по возможности мы помогаем и витаминами, и другими этими, чтобы подготовка шла. Также смотрим за подготовкой, потому что есть ребята, которые могут хорошо нагрузиться, которые могут не догрузиться и могут перетренироваться. Вот это самое страшное, чтобы не перетренировать. И вот за каждым состоянием каждого готовящегося к России мы смотрим и где-то даем кому-то больше нагрузку, кому-то меньше, кому-то где-то отдыхать. Вот это самое главное, чтобы правильно подойти к первенству. Первенство страны по дзюдо начнется 12 февраля и пройдет в Липецке. К этому времени спортсмены должны успеть набрать оптимальную форму для того, чтобы успешно выступить против лучших дзюдоистов страны. Магомед Измайлов, Резван Аушев, Новости 24. Ну а в Центре олимпийской подготовки в Назране идут последние приготовления к турниру на Кубок главы Ингушетии по вольной борьбе. Он стартует завтра. В соревнованиях примут участие борцы со всего Северо-Кавказского федерального округа. Зрителей ждут захватывающие поединки в 10 весовых категориях. Подробнее Амирка Курхоев. В Центре олимпийской подготовки в городе Назрань в четверг пройдет всероссийский турнир на Кубок главы Республики Ингушетия по вольной борьбе. Напомним, что данное соревнование стало уже традиционным и проходит во 2-й раз. Турнир будет проходить среди молодежи 1994-97 годов рождения. Ребята будут выступать. Всего в турнире будут участвовать 7 команд из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Наш фонд «Борись и побеждай» учредил главный приз лучшему борцу этого турнира. Лада Гранта машина будет вручаться. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить болельщиков 23 января в четверг в 11 часов начала соревнований, чтобы подошли, поддержали наших спортсменов, чтобы Лада Гранта каталась по Ингушетии. Каждой спортивной школе Ингушетии выпадет честь представлять республику, а всех любителей спорта организаторы приглашают поболеть за своих спортсменов. Амир Курхоев, Мейрбек Миржоев, Новости 24.
Ингушские вокалисты выступят на торжественной церемонии закрытия зимних игр в Сочи. Ученики детской школы искусств Назрани вошли в состав сводного детского хора под руководством Валерия Гергиева, художественного руководителя Мариинского театра. Юные таланты успешно прошли конкурсный отбор и уже в феврале отправятся на Олимпиаду. Репортаж Хади Адельвиевой. Юные певцы из Ингушетии будут не просто любоваться закрытием игр в Сочи, но и участвовать в шоу. Отбирали лучшие голоса детей с великолепным слухом, красивым тембром и умением осваивать мелодию с листа. Претендентов было у нас много, конечно. Желающих много. Даже в последние дни дети хотели поехать, но мы отобрали самых лучших из того, что есть. Ну, скажем так, из человек 40. И старшая группа хора. В основном дети были у нас. 13-летняя солистка хора Дали Бекова учится в детской школе искусств с 6 лет. Помимо вокала, она прекрасно владеет фортепиано. Дали в числе участников сводного хора, который выступит на закрытии Олимпиады в Сочи. Исполнители отбирали по всей стране. По 10 человек от каждого региона от 12 до 14 лет. В начале января в течение 9 дней дети из Ингушетии вместе с другими участниками хора репетировали финальную песню в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. За дирижерский пульт встал сам худрук Мариинки Валерий Гергиев. Первые дни у нас репетиции шли отдельно. Весь Северный Кавказский округ репетировал отдельно. Потом весь тысячный хор репетировал вместе. Нашим дирижером был Гергиев. Он очень хорошо дирижировал. Он настолько хорошо дирижировал, что нам было очень легко петь. Было сложно петь в несколько голосов, потому что приходилось очень внимательно себя слушать. Я подружилась с детьми из Чечни, из Кабардино-Балкарии, Карачаева, Черкесии, ну вообще с Северного Кавказа. Финал Олимпиады обещает стать громким стартом для нового детского хора России. В дальнейшем этот коллектив будет представлять страну на различных международных фестивалях. Какую именно композицию будет исполнять детский хор России, должно остаться в секрете до самой церемонии. Чтобы узнать этот секрет, нам придется дождаться окончания Олимпиады. Хади Адельвиева, Муса Хамхоев, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.